А, Давайте начнем, да, уже? 10:05. Давайте. Ага. Вам демонстрацию дайте разрешение? Так, а у меня есть. А у вас есть все? Да, есть возможность. Ага. Можно начинать? Да, давайте начнем. Так, здравствуйте, коллеги. Меня зовут Сергей Мун. Я один из организаторов соревнований, соорганизатор, главный организатор у нас коллеги из Казахстана. Вот Марс, представитель главных организаторов. Кроме этого, у нас сегодня присутствует Оксана Кованцова, тоже является соорганизатором от российской стороны, и мы с ней сейчас расскажем про сами соревнования, про регламент, а потом можно будет задать вопросы, которые касаются как регламента и соревнований, так и каких-то других вопросов, связанных с проживанием, проездом, местом проведения и так далее. Ну, мы вместе с Марсом, Оксаной на все вопросы постараемся ответить. Так, ну давайте. У нас будет несколько блоков. Сначала я вкратце расскажу про регламенты, потом Оксана подробнее расскажет про задания, которые необходимо будет выполнить командам, участницам, покажет макеты, и потом я покажу черновик расписания мероприятия, и потом уже будем готовы ответить на вопрос. Так. У нас будет две категории. Это, по сути, средние школьники 11-15 лет. Это обычно 5, 8, 9 классы. И старшая категория – это старшие школьники 10, 11 классы и студенты. То есть мы делим не по классам, а именно по возрасту. Но там у нас, включая, по-моему, 23 года, попросили, потому что студенты иногда позже заканчивают. И, соответственно, размеры команд для младшей категории у нас 2-3 человека. То есть, когда говорится 2-3, это значит, что есть нижний порог, что не менее 2 человек, потому что, в общем-то, один человек не справится и с управлением, и с управлением аппарата, пилотированием его, и с работой у кромки бассейна. Поэтому минимум 2 человека, и максимум 3. А в старшей категории минимум 3, тоже 2 человека, максимум 5. Ну, подразумевается, что роботы более сложные могут быть, ну и, соответственно, там потребуется больше людей для его не только эксплуатации, но и его там ремонта в случае поломки и подготовки к заплывам. Что еще нужно сказать? Что требования здесь не очень высокие. Для младшей категории размер 50 на 50 должен быть управляемый. Масса может быть любая. Питание до 15 вольт. Ну, большинство команд используют 12 вольт, ну и максимальный ток вряд ли у кого превышает 15 ампер. Это примерно соответствует категории навигатор на международных соревнованиях. Поэтому, в общем, те, кто участвует в навигаторах, им, наверное, совсем будет несложно переквалифицироваться для участия в соревнованиях данных. Ну и, соответственно, есть некоторые требования к безопасности, они тоже здесь проведены. У команд будет по 2 попытки 15 минут и время на тренировки. Ну и, в общем-то, как 15 минут делятся на время развертывания, выполнения задания и время свертывания. Примерно все как на международных соревнованиях. Так, а для старших есть небольшие изменения с этим. То, что у них нет требований и ограничений по размерам и массе, и то, что у них 48 вольт. Изначально мы тоже там, если вы заметили, ставили 15 вольт, но теперь там где-то еще на сайте осталось 15 вольт, но это Марс все поправит, должно быть 48 вольт, потому что, ну, есть команды, которые тоже участвуют в международных соревнованиях, и там вот ограничения в большинстве случаев для старших категорий студенческих это 48 вольт. Поэтому мы изменили его. Вот, и временные ограничения такие же, как у средней категории. В общем-то, все из общих положений. Ага.
Да, Галина Юрьевна, только у вас звука нет, видимо. Из общих положений все. Сейчас Оксана подробнее расскажет про сами задания. Оксана, вы будете пользоваться моим файлом или свою демонстрацию? Давайте я свой открою. Так мне Ну все, удобнее, тогда наверное, Оксана будет. продолжит. Так, всем добрый день. Меня зовут Оксана, я методист Центра робототехники. И сейчас давайте с вами разберем регламент задания, а потом я подробно расскажу про макеты, которые будут использоваться на соревнованиях, и некоторые нюансы по их изготовлению. Так, вроде должен быть всем видно регламент. Итак, давайте разберем на примере младшей категории задания. Итак, в этом году у нас тема «Подводный биатлон». То есть задача команды пройти трассу. То есть здесь у нас нет каких-то конкретных баллов. Команда фиксируется только время прохождения кругов, и также есть возможность начисления штрафных секунд за выполнение задания. Давайте разберем, что же нужно сделать. Поле состоит из двух частей. Это подводная трасса и мишень. Схема общая есть в конце каждого регламента для каждой категории. Что нужно сделать команде? Им нужно пройти 3 круга. Первый круг условно команда прокладывает трассу. То есть что нужно сделать? В начале поля будет находиться порт, в котором есть коннектор с канатом. И канат нужно будет проложить определенным образом между специальными стойками. Как нужно проложить канат, будет указывать судья в начале заплыва. Способ прокладки каната будет одинаковый для всех команд в рамках одной попытки. Команда должна проложить канат и установить коннектор, который есть на другом конце, в порт около мишени. Около этого порта будут располагаться 3 снаряда, которые изготовлены из тройников с липучками и со специальными петельками. Эти снаряды нужно будет установить. Один снаряд за один круг нужно будет установить на мишень. Мишень представляет собой прямоугольник, также с зонами, на которых будет расположена липучка. Робот должен взять снаряд и прикрепить его, соответственно, на мишень. В зависимости от того, куда будет прикреплен снаряд, команда получает либо 0 секунд штрафных, это если попадаете в центр, в красную зону, либо 10 секунд, либо 15 секунд, в зависимости от зоны, соответственно, желтая и черная. Дальше, что нужно сделать? Как только команда установила липучку в младшей категории, им нужно вернуться по той же трассе, то есть по канату, который они проложили, так, чтобы канат был виден на пульте управления оператора подводного аппарата. И дойти до линии старта и пойти уже на второй круг. При этом мы добавили небольшое уточнение по поводу кругов. Действия в рамках круга выполняются в строго указанной последовательности. То есть, к примеру, если робот не установит снаряд на мишень, он не может вернуться по проложенной трассе. То есть, если вдруг у вас снаряд упал, да, вы имеете право его опять поднять с помощью вашего подводного аппарата и попытаться установить на мишень еще раз снаряд. Пока снаряд не будет установлен, вы не можете продолжить движение по трассе. Как только робот всплывает, то над линией старта, то заканчивается попытка, судья фиксирует время. Робот всплыл означает, что любая его часть пересекла поверхность воды. Так, теперь по старшей категории, в принципе, у них задание то же самое, однако добавляется еще задача с кольцами. Команде нужно сначала на первом круге проложить трассу, затем мы берем мишень, снаряд и устанавливаем его на мишень. Как только снаряд установлен, команде нужно взять обруч, он будет находиться на стойке около снарядов, один обруч, и вернуть его по проложенной трассе на стойку, которая будет стоять около старта. Правило такое же, пока не выполним задачу, приступать к следующему пункту мы не можем. То есть мы не можем перейти на следующий круг, если мы не доставили обруч на линию старта.
То есть здесь у старшей категории добавляется плюс 1 задание. Всего 3 обруча. Нужно, чтобы в конце миссии у зоны старта были установлены все 3 штуки. У команды будет 2 попытки, в зачет идет лучшая попытка из 2. Да? То есть минимальное время, которое набрала команда, идет в зачет. Так, есть ли вопросы по регламенту, или мы перейдем сразу к макетам, и потом можно будет позадавать вопросы? Здравствуйте. По макету потом вопрос. Да, давайте, хорошо. Сейчас я открою тогда инструкцию к макетам, и мы продолжим. Так. Так, сейчас на экране должна быть видна инструкция. У всех ее видно? Видно? Угу. Хорошо. Этот файлик, я также ссылку на него продублирую, наверное, в чат, когда будут вопросы. С ним можно ознакомиться, будет в открытом доступе. Здесь представлен список макетов для младшей и старшей категории. Указано их количество и тип. И давайте теперь сначала рассмотрим расстановки, как будут располагаться макеты в бассейне. Итак, линия старта – это синяя полоса. Она будет отдалена от стенок бассейна не менее чем на 60 сантиметров от стенки, чтобы ваш робот мог находиться за линией при начале прохождения круга и мог разворачиваться после завершения первого круга. Также перед началом заплыва коннектор установлен в порт у старта. При расстановке макетов, при тренировках, если вы будете изготавливать для себя, лучше ориентироваться на схему графическую, да, потому что на примере, на 3D-картинке макеты расстановлены очень близко, а в целом в рамках выполнения задания расстояние от линии старта до мишени будет не менее 4 метров, да, чтобы робот смог спокойно проложить первую трассу и также было место для маневра. Примеры расстановок также указаны на слайде, с ними можно ознакомиться. Старшей же Далее, категории будет немного больше расстояние до линии старта, правильно ведь? да, то есть у младшей, возможно, сделаем поменьше, у старшей, я думаю, 4 метра и далее. До линии старта, от бортика до линии старта надо больше же? Все, да, поняла, из-за размеров аппарата. Мгм. Да, точно, хорошо, поправим. Так, теперь поехали по макетам. Линия старта – это пластина из оцинкованного железа. Поверх нее можно прикрепить баннер, будет прикреплен баннер по размеру синего или черного цвета. То есть ориентироваться нужно будет на черную или синюю полоску. С ней все, думаю, понятно. Она лежит на дне бассейна, на расстоянии от стенки, и над ней робот начинает выполнять миссию. Следующий большой макет – это канат с коннектором. Канат у нас полипропиленовый, он утяжелен небольшими свинцовыми блоками, чтобы он у нас лежал на дне. Длина его 4-5 метров будет. На одном конце будет закреплен коннектор. Коннектор у нас будет изготовлен из полипропиленовых труб и с петлей, с поплавком для удобства захвата. Свободным концом канат будет привязан к порту, который находится у старта и представляет собой трубку, утяжеленную у основания. Трубку высотой 120 миллиметров. Да? Так, таких портов будет 2. Один на старте, второй около снарядов, рядом с мишенью. Дальше ворота. У нас будет 2 стойки, которые будут имитировать ворота. Они также изготовлены из полипропиленовых труб и тройников-фитингов. Могут иметь немного отличное основание, но принцип остается тот же. Высота 25 сантиметров.
над рамкой основания, и между ними нужно будет проложить канат. Они могут стоять в произвольном порядке на поле. Установка ворот производится в начале каждой попытки и не меняется в период прохождения попытки для всех команд. Она будет постоянная. Следующий макет – это мишень, наверное, самый такой сложный в плане изготовления макет. Он у нас изготавливается, во-первых, из стоек. Стойки могут быть заменены, главное, чтобы у нас была опора, и состоит из квадрата размером 400 на 400 миллиметров, 40 на 40 сантиметров. На этом квадрате расположены наклеены ленты-липучки 3 цветов. Красный, желтый и черный соответственно. Мишень изготовлена из пенокартона, и на ней находятся липучки, как я сказала, крючки. Да, то есть здесь у нас расположены крючки, потому что их легче окрашивать, и также удобнее их использовать, да, в плане крепления на макет. Снаряды же представляют собой тройники, фитинги с петелькой, с плавучестью небольшой для удобства захвата, и они обмотаны лентой велкро петельками, да, чтобы у нас получился контакт с мишенью. Их также будет 3 штуки, у основания они утяжелены, чтобы находились на дне бассейна, и они будут стоять около порта. Платформа под обручи – это для старшей категории. Она также утяжелена у основания, представляет собой каркас из трубок полипропиленовых с фитингами и тройниками и основанием из пенокартона. Посередине установлен штырь высотой 10 сантиметров, и на него нужно будет закрепить обручи. Обручи. Здесь представлен один из вариантов исполнения, но, в принципе, можно использовать любые кольца из пластика соответствующего диаметра. Диаметр колец у нас около 18 сантиметров. Здесь проведем пример изготовления из пялец для вышивания. С одной стороны закреплена вертикально трубка полипропиленовая небольшой высоты для удобства захвата, да, чтобы аппарат мог манипулятором спокойно захватить кольцо и переместить его на противоположную стойку. Как я сказала, можно пялец заменить другим каким-то круглым объектом. Главное, чтобы у него была также отрицательная плавучесть, и он спокойно находился на дне бассейна и не всплывал. Таких колец предусмотрено 3 штуки. Так, в принципе, по основному я рассказала. Теперь, наверное, вопросы. Да, смотрите, перед стартом начальное положение, как я сказала, коннектор у нас установлен в порт у стартовой линии. Кольца расположены у стойки рядом с мишенью. Снаряды тоже располагаются поблизости от мишени, 3 штуки на дне бассейна. То есть с поверхности ничего забирать не нужно. Так, ну, в принципе, у меня все. Здравствуйте, у меня есть вопросы, можно? Да, конечно, Светлана. Смотрите, по поводу вот средней категории. Оксана, можете, да, вот чуть пониже. Когда, нет, вот такая картинка. Когда они берут вот этот порт с кабелем, да, кабель, если он к воротам близко очень или немножко их сдвигает, это как-то считается ошибкой, штрафом или еще что-то? Касание ворот считается ли как ошибка? Да. Так, так красиво, как на рисунке показано, он так не проходит. Обычно, вот мы вчера буквально пробовали, получается, он у нас к воротам касается, ну, прям, можно сказать, на них ложится. При касании ворот мы не будем засчитывать как ошибку, то есть главное проложить между воротами. Главное между воротами, хорошо. Да. И тогда получается,
там ворота должны быть очень хорошо утяжелены, потому что вот веревка, он их, конечно, и кабель тросом, робот, он их смещает. Ну, это я Да, вот да. как из опыта, да. Дальше, когда к мишеням, если получается он снаряд, половина на красном и половина на желтом, как будет засчитываться? Будем засчитывать по большему. По лучшему. То есть, если на желтый, на красный, будем считать красный. Если желтый и черный, будем считать черный. Ага. Потому что там в этот кружок 3 не помещается, один какой-то в любом Да, случае. понятно. Он Будем этот. считать по лучшему. Так, отлично. Так. Мгм. Ну, так тогда получается все. И вот мы, кстати, мишень делали, мы купили самоклеющую такой вот материал, ну, как петельки, не петельки, да, вырезали с него вот эти вот круги, очень хорошо на степлер приклеили. А Ну, что за самоклеющийся материал? а я вам скину, он черный, синий, Мгм. ну, вот у нас там был в наличии. Вот он прям как, получается, Крючки? да, как крючочки, как, ну, или как крючочки, наверное. Мгм. Да, крючки Хорошо. должны быть. И вообще очень хорошо, я вам даже сфотографирую, потом отправлю. Ну, нам Конечно, понравилось, давайте. как получилось. Спасибо. Да, давайте, будет очень, Так, ну, наверное, в полезно. принципе, у меня тогда поэтому вопросов больше нет. Хорошо, Так, давайте сейчас тогда. я продублирую ссылку в чат быстренько, и я тогда закончила свою часть. Да, вы тогда отключайтесь, я покажу по расписанию. Прошу прощения, есть еще вопросы по регламенту. Да, давайте. Забыл задать Давайте. вовремя. То есть, да, там есть интересная строчка, это пилоту запрещено смотреть бассейн, однако можно совещаться с другими членами команды. Получается, то есть пилот может общаться даже с теми, кто стоит у бассейна в любой момент. Ну, да, не поворачиваясь. То есть не поворачиваясь, но, соответственно, член команды может буквально диктовать там правее-левее. Или такое все-таки запрещено? Так, сейчас у нас это нигде не отмечено, да? Да, Поэтому, Да, это нигде не отмечено, и вот поэтому возник такой вопрос. Так, Потому кстати, что я тоже совещаться забыла. можно, вопрос информации. так, надо вспомнить, мы, Оксана, это специально так сделали или забыли указать? Возможно, забыли указать, но мы можем младшим разрешить общаться по поводу положения, ну а старшим вроде бы все-таки лучше общаться по поводу кабеля, как мы видите. Да, я думаю, давайте всем разрешим в этот раз. Нет? Ну, сейчас я немного поясню. Видите, то есть соревнования этого года, они, ну, вот поэтому и называются биатлон, то есть у него спортивное название, и у него спортивные, в общем-то, практически правила. Они отличаются от типичных соревнований по робототехнике, где обычно зарабатывают баллы, вот, а здесь все-таки работа со временем. И это связано с тем, что, ну, мы предполагаем, что большая часть команд, особенно зарубежных, которые могут принять участие, ну, для них, ну, первый раз это все-таки сложно, если вывалить сразу все задания, которые на мейте, и все требования по безопасности, по вот, соблюдению процессуальных регламентов, да, это все будет слишком сложно, поэтому мы хотели немного упростить, сделать вот так, ну, по спортивному, менее по робототехническому. Поэтому давайте в этом году мы это пропишем, оставим вариант с сообщением. В общем-то, учитывая то, что там пилоту, наверное, все-таки будет видней, куда ставить этот снаряды и как хватать обручи, я думаю, большой подсказкой для них не будет. Ну, то есть это, знаете, большая подсказка для мейта, где много макетов, и полезно иногда сориентировать между макетами. А в данном случае макетов немного, и, в общем-то, такая вот общий обзор сверху, он не сильно будет помогать. Поэтому давайте Хорошо, оставим. понял. Мгм. Да, спасибо. Больше вопросов нет. Хорошо, тогда мы переходим к примерному плану. Так. Программе, точнее.
Почему примерно? Потому что это будет зависеть от количества команд, естественно. Ну вот, у нас 4, 5 и 6 дни соревнований. 4 у нас будет техническое открытие, техническая проверка аппаратов, ну, то есть на те требования, которые там заявлены по размерам, вольтажу. Нужно будет показать и доказать, что у вас источник питания стоит на 12 вольт, на 48 вольт, и что на борту нет источника питания. Там, в общем-то, немного требований, но вот эти требования нужно будет предъявить. И будет организована тренировка в бассейне, то есть самих соревнований, заплывов соревновательных не будет, будет только тренировка. Мы постараемся организовать так, чтобы у команд было много времени на тренировку. Вот, поэтому пока трудно сказать из-за того, что неизвестно сколько команд, но они будут организованы. Вот. 5 августа уже будет непосредственно заплывы. Первый заплыв будет 5 августа, и будут еще дополнительные тренировки. Ну вот мы подозреваем просто, что некоторым командам, тем более это международная поездка, требуется время на адаптацию, поэтому мы их попытки разнесли на 5 и 6 августа. Вот 6 августа будут вторые попытки и уже церемония награждения. Вот, поэтому в качестве тренировок, то есть тренироваться можно будет и 4, и 5 августа. Кроме этого будет образовательная программа, но она больше для наставников, поэтому, если наставники, то есть, это прежде всего для тех, которые, для новичков, а я так понимаю, из России мало поедет новичков, поэтому это прежде всего ориентировано на казахстанских коллег, и там будет еще образовательная программа, мастер-классы по электронике конструирования. Ну, если кому-то кто-то желает, тем более всех наставников, то есть преподавателей вы знаете, это будет Амельяненко Александр и Сорин Вадим, то можно посетить и мастер-классы еще. Вот какие есть вопросы по расписанию? Тогда, смотрите, можно задавать не только по расписанию, но и вопросы всякие организационные, которые, сможет нам казахстанская сторона в лице Марса ответить. Поэтому вот, пожалуйста, задавайте еще вопросы. Подскажите, пожалуйста, по жилью есть какая-то информация? По жилью? Да, по жилью. Может быть, там посоветуете, что вблизи находится? У нас по этим вопросам у нас есть команда. Просто я смотрел регистрационные, там 5 команды уже регистрацию прошли, и количество учеников все уже ясно. Мы уже по 5 команд уже знаем, да, где можно расположить. Если есть команды, которые еще не прошли регистрацию, можете пройти по регистрации, и мы по доступным жильям, например, вблизи нашего дворца школьников, мы будем рассматривать. И будем вам направить, например, сколько это, какой дни, по количеству все это мы можем помочь вам. Но нам эта информация нужна уже буквально там через неделю, потому что... Давайте через неделю мы будем давать подробную информацию. Угу. Для этого нужно, например, сейчас по регистрации 5 команд, 5 тренер, все это. Здесь количество участников, здесь 13 человек, да, включая нас. Тот, кто не прошел регистрацию, пожалуйста, пройти регистрацию, указать, сколько учеников в команде, все это. И в телеграм-канале можете подробно написать, например, сколько команд из какой города. И поэтому мы будем ориентироваться. Угу. А запланировано какой-нибудь, я не знаю, экскурсия детям по Астане в вечернее время? Да, можем это проводить. Все отлично. Угу. Питание будет там в столовой, да, где-то рядышком? Да, у нас в дворце школьников по плану откроется кафетерия, но 17 июля у нас уже начинается лагерь, там уже кафетерия работает, поэтому по питанию я думаю, что не будет никакой вопроса. У нас в дворце школьников есть уже. Угу. А для старшей категории? Для старших тоже. А 5 команд это в младшей категории зарегистрировано? Или всего 5? Всего 5. Общие 5 команд. Ссылку знаете, да, сайт
Steam KZ. Сейчас я открою. Да, мы всем отправляли ссылку на Мгм. сайт. Так, насчет вот для старшей категории здесь 15 вольт стоит, мы это изменим на 48 вольт. Вот регистрацию. Регистрацию пройдите, сайт Steam KZ, и там конкурсы. И подводный роутинг здесь есть, вот подводный биатлон. И регистрацию. Еще есть вопросы? А подскажите, так- пожалуйста, как вот по вопросу обналичивания финансов с российских карт? Сейчас такая возможность вообще есть принципиально? Или только с наличкой надо ехать уже изначально? Нұрлан жауап бере аласыз бұл жағынан тәжірибеңіз көп қой. Нұрлан? Да. Лучше, скорее всего, взять наличные с собой, потому что но у нас здесь Сбербанк эти есть, там, скорее всего, возможно будет. То есть Но там мы- есть отделение Сбербанка, да, получается? Знаете, давайте мы вам ближе уже к этому, мы вам точно ответим. Мгм. Сбербанк отделение там есть, но он не имеет... У вас же это Да, же МИР, он да? уже не отделение Сбербанка, он уже отдельный банк. Да, он Он уже отдельный по-другому банк. называется, Да. но он название другое, а так он Мгм. работает. То есть я правильно понимаю, мы приезжаем с рублями и меняем на местную валюту вот в этом банке? Вы можете, разве нельзя сразу поменять там? Или вы едете это? Вы можете здесь поменять, можете и там. То есть разницы нету, это на вашу Ну, сторону. в России мы точно не купим валюту вашу. Ну, Можно я скажу? да. Я, как опытный россиянин-казахстанец, могу сказать, берите наличные, там в любом банке, в любом отделении, там у них есть обменные пункты, просто меняете на казахские тенге и все. Всё. Но наличные это однозначно. Раньше у нас было то, что рубли не принимали, то есть потому что наплыв был большой, и большая масса рублей приходила. Но сейчас такой проблемы нету. То есть Коллеги, сейчас легко может любой закончится обменник прийти и поменять. бесплатное время. Я ссылку отправил, да, заново, если есть вопросы. Сейчас уже меньше минуты осталось. Да, вопрос еще есть, давайте дальше Да. ссылку. Ага, сейчас ссылку повторно отправлю в группу, телеграм-группу, и кому отдельно отправил, заново отправлю. Секунд есть еще. Так, сколько?